Тема этнического самосознания на сегодняшний день достаточно актуальна в психологической науке, поскольку предполагает достаточно большую возможность исследований. Вопрос этнического самосознания любого народа представляет собой интерес для психологической науки. На сегодняшний день существуют разнообразные подходы к этому направлению, но что такое этническое самосознание? Мы очень часто в обыденной жизни употребляем слова «осознанность», «он себя осознает» или еще что-то, подразумевая при этом, что человек должен себя отнести к какой-либо категории. Мы говорим там «я мужчина», «я женщина», «я взрослый», «я ребенок» и так далее и тому подобное. В принципе, в процессе нашей жизни самосознание сужается, то есть у нас становится все больше и больше категорий, мы все четче и четче себя осознаем. Но есть универсальные категории, которых мы, собственно, придерживаемся. Это пол, «я мужчина», «я женщина», это возраст, и это этническая принадлежность. То есть мы себя определяем как представителя какой-либо нации. Как же формируется вопрос этнического самосознания? Первонаперво, когда мы с вами говорим об этническом самосознании, мы должны сказать о том, что существует два процесса. Это процесс категоризации и процесс дифференциации. Процесс дифференциации нам нужен для того, чтобы понять, чем мы отличаемся как представители этноса от другого этноса. Это может быть все что угодно: язык, внешность, территория и так далее. Но чаще всего, конечно, это черты характера. И второй процесс — это процесс категоризации. Сюда уже у нас относятся признаки, которые будут нас объединять с нашим этносом. Это опять-таки черты характера, это внешность, это язык, это общее историческое прошлое. Когда мы с вами говорим об этнодифференцирующих или этноинтегрирующих признаках, что сюда относится? Обычно считается, что первый основной — это язык. Именно через общение языком одним и тем же будет отделять представителей одного этноса от других, и объединять их между собой, поскольку язык является основным способом выражения мысли как отдельного индивида, так и народа в целом. Второй этнодифференцирующий, этноинтегрирующий признак — это внешность. Особенность внешности и выделяют человека из общей массы, характеризуя его как носителя этнофора, то есть он является представителем этого этноса. С другой стороны, на сегодняшний момент доказано, что не всегда внешность является именно таким компонентом, поскольку в ситуации интеграции и глобализации происходит объединение, смешение этнических признаков во внешности и, как следствие, размытие. Невозможно выделить. Какие еще характеристики? Третий признак — это у нас территория проживания. Очень часто общая территория проживания является фактором, объединяющих даже разнообразные этносы. Так, например, если мы посмотрим даже на территорию России, у нас огромное количество разнообразных и национальных республик, и представителей разных этносов. Но проживая на одной территории, которая называется Россия, мы объединяемся и называем себя, выезжая за границу, русскими. Третий компонент, и это самый важный компонент, это историческое прошлое. Общее историческое прошлое является тем фактором, который несет в себе здоровье нации. То есть, помня свое историческое прошлое, нация продолжает формироваться и выходить на более новый уровень. И наше историческое общее прошлое объединяет нас, мы говорим, у нас это было. И таким образом представители одной нации чувствуют себя именно общими, то есть они соединяются, объединяются и представляют собой некий единый конгломерат. И еще один этнодифференцирующий, этноинтегрирующий признак — это, конечно, традиции. Традиции именно конкретного народа. Они могут проявляться в материальном быту, то есть это могут быть какие-то принадлежности, которыми пользуется именно этот народ. То есть, например, это может быть особый венчик для сбивания, или это может быть терка, в которой выражается именно этническая особенность, составляющая. Это могут быть традиции, которые характеризуют особенность взаимодействия с природой, кормление огня, почему нет. Это также может быть особенность проведения праздников, выделение этих праздников и даты проведения этих праздников характерны именно для данного народа. Если же мы с вами будем говорить о структуре этнического самосознания, то мы должны сказать о том, что существуют разнообразные подходы, их огромное множество. Так, например, Шелепов говорил о том, что в этническое самосознание у нас будут входить 5 категорий. Осознание своей этнической принадлежности, этноэгоизм, этнические стереотипы, этнические симпатии и этнические антипатии. И, собственно, в этом состоит наша объединяющая такая функция. С другой стороны, Старовойтова Галина предлагает следующие 4 компонента этнического самосознания. Это этническая самоидентификация, без нее, собственно, никуда. Второе — это представление об этнодифференцирующих и этноконсолидирующих признаках. В третьем — это этнические стереотипы. И в четвертом — это представление об общности внешности этнофора, то есть какие черты характерны именно для этой нации. Нам кажется, что более
интересным будет подход Крюкова, где он выделяет в качестве структуры этнического самосознания 5 компонентов, а именно 5 представлений об территории проживания, характере, внешности, общем прошлом и языке. Собственно, это и является теми самыми представлениями о том, каким должен быть этнофор. Таким образом, мы начали исследовать этносоциальные представления. Сразу оговорюсь, что этносоциальные представления, по сути, представляют собой коллективный компонент этнического самосознания, то есть наши знания о чем-то. Если же мы отступим немножко назад в историю и посмотрим, на чем базируется данный подход, это, конечно, французская школа социальных представлений Сержа Московичи, который говорил о том, что социальные представления по своей сути являются характеристикой сознания. Они разделяются большим количеством людей. Это очень важно. Они не зависят от волеизъявления человека, поскольку они принудительно нам присваиваются в процессе социализации. То есть то, как думает общество, постепенно также думать начинаем и мы. И что самое главное, они ставят конкретного человека, конкретное явление в некое место в сознании. Ну, то есть каким-то образом относится, да, стереотипизирует его. И именно поэтому мы взяли подход Сержа Московичи, объединили его с его предложенной моделью исследования, это метод свободных описаний, и с исследованием Почебут. Используя данные подходы, мы, собственно, провели исследования, связанные как раз-таки с теорией социального представления, предложенной Московичем, и базирующиеся на исследовании, которое провела Почебут Людмила Георгиевна в 1991-2001 году. На тот момент она изучала особенности этнического самосознания русских. И в частности, в ходе этого исследования было выявлено 5 основных блоков. Это коллективистический блок, то есть это такие фразы, как щедрость, гостеприимство, взаимопомощь и так далее. Далее это ориентация на духовные ценности, доброта, красота и так далее. Третий — это ориентация на справедливость. Четвертое — это ориентация на лучшее будущее, оптимизм, все будет хорошо и так далее. И пятое — это ориентация на быстрое решение проблем. Да, в частности, это характеристика надежда на лучшее будущее без участия какого-либо, скажем так, персонажа, который может это сделать. Коллективистический блок, который у нас, в него включены такие характеристики, как щедрость, гостеприимство, взаимопомощь, выручка, поддержка взаимная и так далее и тому подобное. Все, что касается именно коллектива, этноса, как некого объединенного, скажем так, явления. Ориентация на духовные ценности. Сюда включены такие характеристики, как мудрость, философское отношение к жизни, загадочный, в данном случае либо русский, либо еще какой-то характер. Ориентация на справедливость. Сюда входит, в принципе, очень немного характеристик. Обычно они связаны либо с формальным законопослушием, из серии «мне надо это делать, потому что так гласит закон», либо с неким внешним конформизмом, когда внешне согласен с какой-либо задачей, с каким-либо проявлением. Ориентация на лучшее будущее. Сюда входят характеристики, которые очень часто касаются и русского, и якутского этноса, такие как трудовой героизм, да, работать с утра и до ночи, жертвенность, стремление или возможность работать в узких временных рамках, то есть ситуации дедлайна. То есть из серии «когда мне надо, я сделаю все, что от меня требуется, и даже больше». Собственно, мы когда проводили, исходили из того, что территория Республики Саха-Якутия находится на территории России, и, конечно, будут переклички, да, с этим исследованием. И также у нас были получены 5 блоков, но сразу скажу, что были некоторые отличия. На первом месте, так же, как и в исследованиях Людмилы Георгиевны, стояла ориентация на коллективизм. То есть это опять-таки щедрость, благородство и так далее. С чем это связано? Это, конечно, скорее всего связано с тем, что и та, и другая культура являются традиционными по своей сути. И именно взаимопомощь, именно коллектив как некий обобщенный субъект, который может помочь, да, выступает значимым. На втором месте стояла ориентация на лучшее будущее. Также была выявлена ориентация на духовные ценности, альтруизм и так далее, и ориентация на быстрое решение проблем. В чем было отличие? Не было выявлено блока, говорящего о том, что народ Саха ориентирован на справедливость.
Да? То есть не было вот этих характеристик, связанных с тем, что он справедливый, честный и так далее. Но зато было выявлено в характеристиках ориентация на борьбу. Да? В качестве основных черт были предложены храбрый, сильный, агрессивный, смелый и так далее. Причем очень большим таким блоком они прямо шли на втором месте, очень ярко выражено. Как нам кажется, это может быть связано с особенностями как раз-таки территории проживания, потому что все мы знаем, что Республика Саха-Якутия — это экстремальная территория. Да? И первоначально, когда, собственно, народ Саха заполнял, я надеюсь, я здесь не ошибусь, он боролся именно с природными особенностями. Да? Очень холодная зима, очень жаркое лето, длинная ночь и так далее. И в дальнейшем эти самые характеристики у нас перешли в ранг как раз-таки типичных черт характера, характеризующего самосознание. И поэтому на сегодняшний момент мы можем сказать, что в национальном самосознании народа Саха проявляется он щедрый, гостеприимный, при этом он смелый, активный, храбрый, временами агрессивный. С другой стороны, он альтруист и добрый. У него есть определенный уровень оптимизма, он верит, что все будет хорошо. И он, в принципе, готов работать в ситуации дедлайна, потому что вот эта быстрота принятия решений, она тоже есть.